Федеральный центр относится к Кавказу как к угрозе, как и мы сказали в предыдущем интервью. Они не знают, что делать с национальными сущностями, с народами России. Русский народ легко подчинить и уничтожить. Русский народ в его сознание коллективно инсталлировали эту связь с государством. И значит, просто вот государство как бы меняется, и русский народ и тоже меняется. А в сознании чеченцев, татар, других не инсталлировали ничего такого. Они только на себя полагаются. И, наверное, на Аллаха, понимаешь? Они не связывают себя с государством. Они воспринимают государство как некий грозовой фронт, который просто вот существует. Ну, иногда от него там солнце светит, а иногда град, понимаешь, там такое с воробьиное яйцо летит. Там, в прямом и переносном смысле, как на Чечню град летел. Понимаешь? Это явление природы. Но чеченский народ живет в этом явлении природы. Изменится государство, чеченский народ все равно будет жить. Чеченский народ один из древнейших народов на территории нашей страны. Чеченцы на основании чеченского языка академик Петровский, старший, ученик Мара, расшифровал Урарту. Урарту к армянам не имеет никакого отношения, как ты понимаешь. На основании чеченского и ингушского языка. А Урарту имеет отношение уже к шумерам. И это научное, это не конспирология. Поэтому что им какие-то там империи, которым 200 лет или 300 лет? Поверь, во времена Ермолова или во времена Борятинского было гораздо круче, когда их истребляли и уничтожали, или во времена Шаманова. Поэтому было так. Или когда Сталин их взял, в Казахстан всех согнал. Сознание людей этих по-другому существует. Вы пытаетесь их описать с точки зрения русского интеллигента. Это абсолютно бессмысленные, бесперспективные действия. Надо понять, они воспринимают империю как фактор угрозы. И они себя воспринимают как проходящие сквозь время. Я тут смотрел какое-то видео, значит, Джохара начала 90-х годов. Кстати, чуть ли не тебе он давал интервью или кому-то еще. Вот все, что он говорил, все сбылось. Он видел в корень, потому что это взгляд чеченца. Чеченец со стороны смотрит на все на это. Чеченцы не один, вот самый лояльный чеченец, который будет тебе говорить, что он пехотинец, распехотинец, понимаешь, там. Он все равно внутри себя будет со стороны смотреть на все это, понимаешь? И со стороны оно виднее. Если ты поставишь себя со стороны, а ты и так это делаешь, в силу своей журналистской профессии, там, не знаю, менталитета, который у тебя сформировался, ты тоже видишь все, большую картину, как и я ее вижу. Но они видят еще круче это все. Потому что они еще могут это обсуждать на своем уникальном языке, в котором есть такие нюансы, понимаешь, допустим, иронии, которые, если ты не знаешь чеченского, ты просто не поймешь. Это очень глубокое и серьезное семантическое пространство, которое сильно, принципиально отличается от нашего. Поэтому понять их с точки зрения там, метафор простого русского какого-нибудь интеллигента или чиновника не получится.